Ну что, друзья, всем привет! И мы в штабе Татар, и я сегодня хочу взять интервью у нескольких гостей, которые пришли в том числе для того, чтобы найти здесь пару. Так что давайте расспросим ребят, что они об этом думают. Привет! Привет. Как тебя зовут? Рустам. Рустам, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что для тебя значит быть эмоционально доступным для партнера? Ну, наверное, не держать в себе эмоции, а выражать открыто свои потребности, свои желания и недовольство в том числе, но в такой мягкой форме, чтобы не задеть свою девушку. А если она, например, хочет выразить свои эмоции, ты будешь их как-то контейнировать? Ну или там просто ее примешь с этими ее какими-то эмоциями? Само собой принимать надо, да. Если ты выбрал человека, значит, ты готов выслушивать и принимать ее эмоции. Супер. А ты можешь рассказать, вот ты пришел в штаб Татар для того, чтобы в том числе найти пару? В том числе, да. И кого ты хотел бы здесь найти? Какая она должна быть? Если по характеру, наверное, это общительная, умеющая выслушать, что-то рассказать, чтобы у нас были общие интересы, общие ценности, само собой, чтобы совпадали. Я сам по себе человек очень активный, и спортом занимаюсь, и музыкой, и слежу вообще за миром, люблю путешествовать, и как раз того же ожидаю от своей девушки. Это очень мудро и правильно. Как говорится, говорить — это искусство, слушать — это культура. И, конечно, я тебе желаю найти такого человека, который будет тебя слушать и понимать. И я надеюсь, что ты найдешь этого человека здесь, в штабе Татар. Скажи, тебе кто-то уже понравился здесь? Да. Зарина, подскажи, вот как тебе сегодняшний вечер? Почему ты пришла в штаб Татар? Да, во-первых, выражаю благодарность за организацию сегодняшней встречи. Вообще, формат Аулак-Эй, наверное, мой самый любимый, потому что здесь все собираются по интересам. Кто-то приходит петь песни, вот как вы сейчас слышите у нас за спиной, кто-то приходит обсудить важные насущные темы. Сегодня мы говорили про отношения, про построение семьи. В нашей реальности это очень актуально, поскольку создание именно татарских семей, мне кажется, оно имеет особую важность для татар. Поэтому я тоже нацелена на создание семьи с, так скажем, с татарской идентичностью. Но сегодня я пришла конкретно для того, чтобы попеть песни. В Москве это такое классное место, где собираются татары со всего мира, со всей России. И именно за это я люблю штаб Татар. Бигзур Рахмет. Ты можешь описать человека, которого бы ты хотела здесь встретить, может быть, это для бизнеса, для отношений, в целом, какого-нибудь друга? То есть, какими качествами должен обладать твой человек? Очень интересный вопрос, спасибо. Наверное, это касается не только романтических отношений или построения семьи, но в целом любого человека. В первую очередь, это его надежность как друга, как партнера. Затем это совпадение наших ценностей. То есть эти ценностные ориентиры должны смотреть в одну сторону, так скажем. И я думаю, что это два основных принципа, по которым я выбираю, мой это человек или нет. Если ты встречаешь человека, который, допустим, схож с тобой ценностями, да, но он, например, очень эмоциональный, сможешь ли ты с таким человеком общаться? Вообще, мне кажется, что в любой паре, да, один человек балансирует другого человека. И мне кажется, что если мы говорим сейчас про романтические отношения, раз уж на то пошло, все в этом мире гармонично. Если один из нас эмоционален, то второй должен быть, наверное, немного более, так скажем, приземлен, чтобы балансировать и добиться этого инь-яня, так скажем. Поэтому... А ты больше эмоциональный или спокойный человек? На самом деле я, наверное, хамелеон, то есть иногда я бываю очень эмоциональна, и в этот момент мне нужен человек, который меня немного, приземлит, но я сама также очень приземленный человек, поэтому думаю, что я смогу ужиться с человеком, примерно таким же, как я, наверное. Минем исемем Салават. Салават, очень приятно. Салават, у нас к тебе пара вопросов. Скажи, пожалуйста, какие качества ты ищешь в своем идеальном партнере? В первую очередь ум, красота, преданность, и хорошее чувство юмора.
Хорошее чувство юмора — это круто, и это сложно. Как ты определяешь доверие в отношениях, и что для тебя важно для поддержания этого доверия? Чтобы партнеру довериться, мы должны друг другу быть искренними, вот, и не скрывать свои чувства, свои намерения и свои планы друг от друга, вот. Доверенность, она сама по себе возникает. Я думаю, что если партнеры доверяют друг другу, они с первых дней могут раскрыть свои секреты. Ну, не с первых дней, но постепенно в процессе отношений будут раскрываться. Хорошо. Такой вопрос. Вот ты пришел в штаб татар, потому что ты хочешь найти свою половинку. Правильно я понимаю? Не только. А почему еще? За татарской атмосферой, среди своих земляков, среди своих татар, так сказать, своего этноса, вот, чтобы с людьми познакомиться и практиковать свой татарский язык. Но ты был бы не против, если бы вдруг здесь повстречал какую-нибудь прекрасную девушку и, допустим, построить с ней отношения. Да, конечно. А как бы ты отреагировал на критику со стороны твоего партнера? Ну, критика тоже разная бывает. Конструктивная, спокойно бы отнесся, потому что у всех есть недостатки, у всех есть достоинства. Если я могу как-то сделать так, чтобы нам двоим было комфортнее, почему бы нет? Какая девушка принципиально для тебя это точно не твой вариант? Ну, это как-то по ощущениям происходит. Но если конкретику, та, которой многого от жизни не надо, наверное. Как бы я человек, которому всегда хочется больше, вот, и к этому стремлюсь. Наверное, это первое. И в основном, как раз я хочу найти девушку там своей национальности, либо там смежной тюркской, поэтому тоже такой вот у меня критерий есть. И, наверное, не вспыльчивый. То есть я сам по себе человек спокойный и стараюсь на спокойных тонах решать конфликты. Вот. И потому что, как я считаю, все ошибки, они совершаются на эмоциях. Вот. И стараюсь решать конфликты спокойно. Вот. Спасибо. Это очень интересный ответ и такой ценный. Потому что многие, кто сейчас бы это услышал, сказали бы: окей, я постараюсь быть менее вспыльчивой. Но это проблема большинства людей. Как бы эмоции нам на то и даны, чтобы чувствовать, да, как бы быть живыми. И есть вот такое вот выражение, как эмоциональная устойчивость, что абсолютно странно, типа, зачем тогда эмоции, если устойчивость? То есть это как? Как ты понимаешь вообще эмоциональная устойчивость? Что это для тебя? Наверное, умение сдерживать свое эмоциональное состояние на середине. То есть не впадать в лютую злость и какую-то депрессию, наверное. Умение себя держать в руках. Я считаю, что как взрослый человек, он обязан контролировать свои эмоции. Само собой, бывают разные ситуации, где ты как бы можешь и вспылить, вот, но все-таки я считаю, что эмоциональная устойчивость значит, что ты в случае каких-то критических ситуаций ты сможешь зайти опять в свою колею. То есть, если тебя выбивают с колеи, ты в нее возвращаешься. Вот. Я думаю, это так. А ты бы мог успокоить, например, человека, который вспылил очень сильно? Да. Да, я думаю, смогу. Круто. Допустим, ты здесь встретил прекрасную девушку, ты решил, что, в принципе, можно и познакомиться. Как ты будешь это делать? Сначала с ней познакомлюсь, обменяемся, так сказать, информацией, кто где учится и какие интересы, и найдем точки соприкосновения. Например, если партнер занимается музыкой или, я не знаю, занимается написанием картин, вот, и тем же самым я занимаюсь, то, в принципе, мы уже нашли, так сказать, точки соприкосновения, мы уже развиваем эту тему. Вот, и постепенно на этой теме мы, в принципе, знакомимся, общаемся и становимся близкими друг к другу.
Ну, то есть знакомиться на самом деле достаточно легко, нужно просто найти какие-то общие интересы, и этого уже достаточно, чтобы завести разговор, правильно? Да, конечно. Ты с кем-нибудь уже здесь познакомилась? Вообще, конечно, штаб татар — это, конечно, про коммуникацию, про знакомство. И я говорю не только про парней, и про девчонок тоже. Вообще, я сама пришла сюда благодаря конкурсу «Татар КЗ». И здесь девчонки есть, которые, так скажем, тоже продвигают эту татарскую культуру. Поэтому мне интересно знакомиться с такими людьми. Мальчишки тоже здесь есть, конечно же, интересные. Вот играют на баяне, развлекает нас, девочек. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что те, кто заинтересован, и как сегодня было сказано, у кого есть такая цель, то я думаю, что это прекрасная площадка. Если парень хочет с тобой познакомиться, но очень сильно стесняется, сделаешь ли ты первый шаг к нему? Во-первых, стесняться не нужно, потому что мы не кусаемся. Можно подойти, познакомиться, но сама я очень общительный человек, и я могу проявить инициативу в знакомстве, но это не обязательно будет, опять же, какой-то романтический партнер. То есть в целом я очень коммуникабельна, моя работа, она связана как раз-таки с общением в рамках международных отношений, бизнеса, экономических отношений, поэтому я сама очень общительна и готова тоже общаться с людьми по интересам, так скажем. Куда ты позовешь девушку на первое свидание? Хороший вопрос. Какая у меня первая мысль возникла насчет этого? Наверное, в татарский штаб. В штаб татар? Откуда вы как бы познакомились? Сюда ты ее и приведешь? Нет, в парке Горького. Неплохо. Парк Горького прекрасно. Тем более за последнее время там отстроили такие масштабные красивые здания с KFC, Макдональдсом и прочими кафешками, что не Макдональдсом, а вкусная точка. Вот. Можно в Кремль. В Кремль? В Алмазный фонд. Что? Серьезно? Вам не нравятся музеи? Не, ну в смысле в Кремль, но это, мне кажется, ну ладно, круто, круто. Не, я просто человек, который любит ходить по музеям, вот, и любит, так сказать, исследовать историю, вот. Очень интересно, спасибо. Итак, у нас получилось взять интервью нескольких очень классных ребят. И, конечно, хочется пожелать татарам приходить чаще, собираться здесь. А тем, кто не знает, конечно, узнать об этом месте. Если вы родители, то расскажите своим детям об этом. И, конечно, здесь молодежь в основном. Поэтому мы ждем молодежь. Также любого возраста люди, пишите, приходите. Всегда двери открыты. Şırıdı bılbıl kırtalı var gibi Sinirdimsa ırıtırsın Minidini baba bildi Minidini baba bildi Yaşar babana Babatlar da sana Sen dolaştın bağları Sayrit var Yara karşı Varlı hacı Kırşay Sen dolaştın savalar Sen dolaşmazsan Kıtte ölçep deremi Sinisiyle söyle belesem Kıtte düğleri ederim Kolay
Ay ay yalnızsın, elimin sağlığına sine, sıratın sağlığısın. Ay ay yalnızsın. Uylanasın, Darütten günleri Birge